Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире телеканала Софина информационный выпуск новостей. В студии Муниса Аблакулова. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, произвел кадровые изменения на руководящем уровне силовых структур и органов правопорядка. Указами президента страны за счет выпускников отечественных и зарубежных высших учебных заведений были назначены заместители командующего, командиры бригад и отдельных частей Национальной гвардии Таджикистана, первый заместитель и заместитель директора агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Постановлениями правительства Таджикистана были назначены заместитель директора агентства по обеспечению специальным имуществом, первый заместитель и заместитель директора агентства по социальному страхованию и пенсиям, заместитель директора агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и контролю по торговле. По согласованию с президентом Республики Таджикистан в исправительных учреждениях Главного управления исполнения уголовного наказания, Министерства юстиции и других структурах были произведены серьезные кадровые изменения. Было подчеркнуто, что прозрачная деятельность и налаживание в рамках закона о трудовой деятельности зависит от высокого чувства патриотизма и ответственности каждого специалиста. В ходе беседы лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, также напомнил о хороших и благоприятных условиях учебы и воспитания, дал решительные поручения ответственным лицам по полному искоренению негативных явлений, а также по усилению борьбы против факторов правонарушений. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Нурзода от должности заместителя директора агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Нурзода Тохира Сироджиддина от должности заместителя директора агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 19 июля 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Саид Шозода первым заместителем директора агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Саид Шозода Джамшеда Сафарали первым заместителем директора агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 19 июля 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Ахмадзода заместителем директора агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Ахмадзода Музаффара Раджаба заместителем директора агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 19 июля 2019 года. Миграционные процессы в странах Центральной Азии, социально-экономические аспекты науки и практики. По таким названиям сегодня в Министерстве труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан прошла международная конференция. Министерство труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан провело в Душанбе конференцию под названием «Миграционные процессы в странах Центральной Азии. Социально-экономические аспекты науки и практики». В работе конференции приняли участие представители исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, Министерства труда, миграции и занятости населения, Международной организации по миграции, Организации Объединенных Наций, а также других государственных и международных организаций и ведомств, которые выразили свои мнения по данной теме.
Участники в рамках двух международных проблем международной трудовой миграции и влияния миграции на семью и детей обсудили все аспекты трудовой миграции. Главная цель сегодняшнего мероприятия – это привлечение внимания политических деятелей и экспертов стран Центральной Азии к вопросу миграции, особенно трудовой. Участие широкого круга специалистов сферы из центральноазиатских стран, представителей посольств и иностранных организаций говорит о том, что данный вопрос считается актуальным и требует коллективного рассмотрения. В продолжении работы конференции экспертами были обсуждены социально-экономические последствия миграции, положение мигрантов в принимающих странах, возможности и вызовы, миграция как фактор глобального развития, возможность адаптации возвращающихся мигрантов, план местных органов власти по вопросам защиты детей в миграционном процессе, а также другие темы, посвященные этому вопросу. Принимая во внимание выводы совместной работы и принятия соответствующих решений, ответственные лица выразили надежду, что процесс дальнейшей трудовой миграции в странах Центральной Азии будет надлежащим образом урегулирован. Высотные здания полностью соответствуют нормам строительства. Современные технологии позволяют строить и на территории Таджикистана многоэтажные дома, которые способны выдержать землетрясения. Произошедшее в 2016 году землетрясение показало, что новым высотным зданиям не нанесен значительный ущерб. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана Джамшед Ахмадзода. По его словам, за полгода в республике сдано в эксплуатацию 404 200 квадратных метров жилья. На сегодняшний день утверждены генеральные планы 58 городов и районов республики, сказал Джамшед Ахмадзода. В Таджикобадском районе местные жители восстанавливают канал, разрушенный после схода селевого потока. Подробнее в материале наших коллег. В эти дни в целях получения обильного урожая и возврата залежных земель в сельскохозяйственный оборот со стороны населения соответствующих структур Таджикобадского района принимаются необходимые меры. К примеру, жители села Фатхобод единодушно вышли на массовый хашар. Они приступили к восстановлению сельского канала, чтобы обеспечить бесперебойное орошение полей. Протяженность канала составляет более 6 километров. Он на протяжении многих лет считался основным источником орошения плодородных земель. Однако в результате схода селевого потока канал стал непригодным. И теперь, чтобы обеспечить бесперебойное орошение земель по инициативе земледельцев и при поддержке местных органов, основной источник орошения канал села Фатхобод вновь восстанавливается. Чтобы процесс шел быстрее, в этом участникам хашара помогает техника. Жители села усердно трудятся в целях выполнения поручений правительства страны в области освоения новых земель, улучшения мелиоративного состояния земель и введения их в сельскохозяйственный оборот. И таким образом хотят внести значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. В эти жаркие дни каждый хочет оказаться на берегу моря. Но, как выясняется, насладиться прохладой можно и не покидая страну. В бассейн, расположенный в городе Худжан, приезжают даже туристы. С наступлением жарких дней в комплексе плавательных бассейнов наблюдается увеличение количества посетителей. А после ремонта увеличилось также число туристов. Молодежь просто любит отдыхать и развлекаться здесь. Плавательные бассейны с учетом международных стандартов были созданы по рекомендации и указанию основателя мира и национального единства лидера наций. Теперь превратились в места для отдыха населения. Мне очень нравится здесь, и я прихожу сюда каждый день почти, и я научился здесь многого всего. Здание комплекса состоит из 2 этажей с подвальным помещением и подходит для проведения международных соревнований. Вся аппаратура и приспособления для обработки воды установлены в подвальном помещении. Оборудование работает круглосуточно. На 1-м этаже 3 плавательных бассейна, а на 2-м этаже сидячие места для зрителей. Здесь в основном плавают дети и подростки. С новичками работают опытные тренеры. В комплексе также занимается специальная группа спортсменов. Одним словом, для оздоровления жителей здесь имеются все условия. Жертвами пожара в Киото стали 33 человека, а еще 36 пострадали. Возгорание удалось потушить спустя 5 часов. В его ликвидации были задействованы более 30 пожарных расчетов. Подробнее об этом и о других событиях в мире смотрите далее в нашем выпуске.
Число жертв пожара в здании анимационной студии в японском городе Киото достигло 33. Еще 36 человек, по данным властей, пострадали. На месте происшествия практически сразу был задержан 41-летний мужчина, который предположительно разлил бензин внутри студии и поджег его. Сейчас он находится в больнице с ожогами. Очевидцы рассказали, что перед пожаром слышали крики «Умрите!». Как сообщается, в студии в момент возгорания находились более 70 человек. Японская телекомпания NHK показала отснятый материал, из которого видно, как полицейские задержали на месте инцидента раненого подозреваемого. Как стало известно, за полчаса до случившегося этот человек купил 40 литров бензина на автозаправке, расположенной недалеко от студии. Жители города потрясены произошедшим. Возгорание удалось потушить лишь спустя 5 часов. В его ликвидации были задействованы более 30 пожарных расчетов. Пожар в студии аниме стал одним из самых трагических в Японии в 21 веке. Крупные международные компании, такие как Google, Amazon и Facebook, должны платить налоги в тех странах, в которых они зарабатывают деньги, даже если их офисы находятся в других государствах. Такое решение приняли министры финансов стран Большой Семерки и главы национальных центробанков. Участники встречи согласились с тем, что криптовалюта должна регулироваться максимально жестко. Особое внимание министры уделили так называемым стейблкоинам – криптовалюте, которая не подвержена волатильности. К их числу относится и Libra, который Facebook планирует запустить в обращении в следующем году. Министры призвали Facebook к соблюдению законодательства по борьбе с отмыванием денег и потребовали от интернет-гиганта обеспечить безопасность транзакций и защиту пользовательских данных. Еврокомиссия оштрафовала американского производителя мобильных процессоров Qualcomm на 242 миллиона евро за занижение цен на свою продукцию. В заявлении антимонопольного регулятора ЕС говорится, что нарушения были допущены в период с 2009 по 2011 годы в отношении устройств, использующихся для сетей 3G. Расследование было инициировано на основе жалобы британского конкурента Qualcomm, компании Icira. Накануне Еврокомиссия запустила антимонопольное расследование в отношении американской компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев. Это уже второй штраф, который антимонопольный регулятор ЕС наложил на Qualcomm. В прошлом году компания была оштрафована почти на 1 миллиард евро за сговор со своим основным клиентом – корпорацией Apple. В марте Еврокомиссия оштрафовала компанию Google почти на 1,5 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил при размещении онлайн-рекламы и ее выделении в результатах поиска в сети. Правительство Великобритании было совершенно не подготовлено к началу переговоров по выходу страны из Евросоюза и находилось в абсолютной растерянности. Между тем, кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, который, возможно, вскоре возглавит правительство, хочет приостановить работу парламента в октябре. Он также заявил, что королевство покинет Европейский Союз 31 октября с соглашением об условиях Брексита или без него. Однако Палата общин британского парламента пытается помешать выходу без сделки. В четверг депутаты приняли поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии. Ежегодно паводки приносят на реку Тиса в Восточной Венгрии 6 тысяч тонн пластикового мусора из Румынии и Украины. Огромное количество отходов останавливается возле дамбы в районе Кишкерей. В некоторых местах слой мусора достигает 3 метров. В этом году от мусора начали избавляться совместными усилиями. Программа неправительственной организации RED помогает сортировать и перерабатывать отходы. Региональные власти предоставляют инфраструктуру, а компании выделяют средства на борьбу с проблемой. В прошлом месяце активисты собрали за 3 дня 3 тонны мусора, 80% из которого составляли пластиковые бутылки. В 35 километрах от дамбы расположен городок Тисяфюрет, а также крупнейшее водохранилище Венгрии. Водоем Тиса является частью национального парка Хонтабай, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристический гид Шантер Балаш воспользовался идеей датских экологов. На протяжении нескольких недель посетители могли арендовать каноэ бесплатно в обмен на мешок с собранным мусором. Но даже после окончания этой акции туристы продолжили собирать мусор. Шönbrunнский зоопарк в Вене показал посетителям слоненка, родившегося 5 дней назад.
Имя девочки выберут по результатам опроса после 23 июля. Дуния, Кибали или Финда – это уже второй слоненок, появившийся в зоопарке благодаря искусственному осеменению. Завершился ралли-марафон «Шелковый путь». Спортсмены преодолели 5000 километров маршрута, соединившего Россию, Монголию и Китай. Последние подробности ралли-марафона «Шелковый путь» в блоке спортивных новостей. Погоня за белым тигром, главным призом ралли-марафона «Шелковый путь», подошла к концу. Трехкратный победитель Дакара Насыр Аль-Аттиа не просто взял реванш. В зачете внедорожников ему не было равных. Катарец приходил к финишу первым на каждом спецучастке. Это не удавалось еще ни одному гонщику ралли-рейда. Аль-Аттии были по плечу и сибирская тайга, и монгольские степи, и дюны пустыни Гоби. В этом году в ралли впервые принимали участие мотоциклисты и квадроциклисты. Байкерам пришлось нелегко. Многие из них покинули соревнования из-за технических неполадок или травм. Но те, у кого была хотя бы малейшая возможность продолжить гонку, сражались до конца. Победителем в этой категории стал британец Сэм Сандерленд, который вышел в лидеры после 4-го этапа и сумел сохранить преимущество. «Шелковый путь» показал, что грузовики умеют летать. Пилот команды «Масспорт» Сергей Вязович сохранял лидерство в общем зачете вплоть до 8-го этапа, но в итоге подиум снова заняли экипажи команды «КамАЗ-Мастер». Главный приз достался Антону Шибалову, который, в отличие от товарищей по команде Андрея Каргинова и Айрата Мардеева, никогда не побеждал на этом ралли. В категории Т3 лучший результат показал Сергей Корякин. 93 экипажа стартовали из Иркутска 6 июля, но только 77 пересекли финишную черту в Дуньхуане. В следующем году гонщиков ждет новое приключение – юбилейное издание ралли-марафона «Шелковый путь-2020». Крис Фрум признан победителем веломногодневки Вуэльта-2011. Титул перешел к британцу от испанца Хуана Хосе Коба, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. В его пробах, сданных в тот период, были обнаружены отклонения, которые свидетельствуют о применении запрещенного препарата. И поскольку срок подачи апелляции истек, Фрум, занявший 8 лет назад второе место, был признан победителем. «Лучше поздно, чем никогда. С Вуэльтой 2011 у меня связаны особые воспоминания», написал Фрум в своем твиттере. Сейчас британец восстанавливается после травмы. Во время велогонки «Критериум Дофине» во Франции он врезался в стену и получил несколько переломов. Из-за этого Фрум вынужден пропустить Тур-де-Франс. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь, а вы оставайтесь с нами на телеканале Софина. Наш выпуск продолжит прогноз погоды. С вами была Муниса Аблакулова. Всего доброго. Спонсор прогноза погоды – компания «Мегафон Таджикистан».